У каждой дороги своя судьба, свое имя. Эту назвали военно-осетинской. Она была построена во второй половине прошлого столетия для переброски войск через Кавказский хребет к южным границам России. От города Алагира дорога уходит в горы, поднимается на Мамисонский перевал и заканчивается в Кутаиси. Ущелья, по которым она идет, издавна были известны горцам. По ним проходил древний торговый путь в Грузию. Да и сами эти ущелья были своеобразными дорогами, дорогами жизни, о которой сегодня рассказывают легенды да памятники старины. Алагирская церковь имела не только культовое, но и военное значение. Она была церковью-крепостью. Трудно сказать, сколько лет этим каменным воротам, где с каждого, кто проходил или проезжал, брали в давние времена плату. Еще в V веке люди знали о богатом содонском месторождении цинка и свинца. Теперь Алагирское ущелье – главный рудничный центр Северной Осетии. Недалеко от поселка Горняков Мизура сохранились остатки крепости, которая, если верить легендам, ни разу не была захвачена врагами. Нузальская часовня. Ученые предполагают, что она является усыпальницей Давида Сослана, знаменитого осетинского военачальника.
Много легенд и преданий связано с этим памятником Средневековья. Святилище Реком. Когда-то люди верили, что все леса и ущелья принадлежат Уастерджи или Святому Георгию. После удачной охоты они приносили сюда рога и черепа убитых животных. В наши дни Цейское ущелье, где находится Реком, принадлежит альпинистам, туристам и просто отдыхающим. Ардон в переводе с осетинского «дикая вода». И он действительно дик, Ардон в Косарском ущелье. Здесь и сегодня грохочут взрывы. Людям нужна дорога, а на нее с одной стороны наступают скалы, с другой — яростная река. В горах за Косарским ущельем расположен аул Нар, родина Костахи Тагурова. Сакля, где родился поэт, стала теперь музеем. У каждой дороги свое имя, своя судьба. Военно-осетинская дорога давно уже стала мирной, стала дорогой туристов, маршрут которых начинается в Алагире и заканчивается на Черном море.